Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня у нас в гостях генерал-лейтенант, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, командир спецназа Ахмат Апти Аронович Аладдинов. Маршал Владимирович, спасибо, что согласились принять участие в нашей передаче. Как мы знаем, в этом году первому президенту Чеченской Республики, Герою России Ахмату Хаджи Кадырову исполнилось бы 75 лет. Вы с первых дней вышли на путь Ахмата Хаджи Кадырова, были с ним рядом. Что вас подвигло принять такое решение? И, как мы знаем, времена тогда были тяжелые. На самом деле, наверное, если мы говорим, что в то время я вышел на путь Ахмата Хаджи Кадырова, наверное, мы должны отметить, что на этот путь вышли большая часть нашего народа, самая здравомыслящая часть, которая поняла, что для того, чтобы сохранить вообще идентичность нашего народа как таковой, нам надо уже идти за тем лидером, который нас, по сути своей, сумел вокруг себя сплотить и повести наши общие цели, задачи, которая, по сути своей, привела к тому, что мы сегодня являемся полноправными участниками того общежития, которое мы называем Россией, и по сути своей мы во всех плоскостях и сферах государственности заимели свою государственную единицу «я» и смогли сказать, что мы составляющая этого великого государства, которое по сути своей свою славу заработала не на каких-то мероприятиях, не за чашкой чая, а по сути своими историческими событиями. Поэтому Ахмат Хаджи, как величайший лидер нашего народа, по сути своей, наверное, мы должны опять же констатировать, что это тот человек, который по сути своей равных, которому у нас в истории нашего народа никогда и не было, сумел нас позвать за собой. И мы, как люди, которые тоже пережили те тяжелые времена, по сути своей выстроились за ним в один строй. Поэтому это были очень тяжелые времена. Такую ношу на себя готов был взвалить не каждый, который взвалил на себя Ахмат Хаджи Кадыров. И действительно, благодаря его титаническому труду и усилиям, мы, по сути своей, уже вышли на финишную прямую. Вы отметили, что Ахмат Хаджи Кадыров смог объединить чеченский народ. Что сподвигло чеченский народ пойти за Ахматом Хаджи Кадыровым? Что заставило его поверить этому лидеру? Потому что в те времена было очень много людей, которые говорили, зазывали, обещали какие-то золотые горы. Но в итоге народ сделал выбор в пользу Ахмата Хаджи Кадырова. И что, на ваш взгляд, заставило поверить чеченский народ именно этому человеку? Ну, давайте мы, наверное, с вами посмотрим вообще, что это были за времена. Мы с вами как раз вот получилось так, что первая чеченская кампания, когда кто-то рассказывал о том, что мы вот стали независимым государством, Ичкерии, и вот мы сейчас будем, как говорится, жить таким образом, что там у нас из краников молоко потечет, а мы даже там будем стесняться поднимать золото, которое там где-то будет валяться. Этими сказками, по сути своей, народ действительно был уведен в сторону. Когда некоторые люди говорят, что в то время воевали между собой русские и чеченцы, я всегда говорю, никогда не было войны между русскими и чеченцами, потому что наш народ поделился на два лагеря. И получается, что мы были раздираемы изнутри, получается, более 50 спецслужбами разных государств мира, которые работали с нашим народом для того, чтобы через нашу республику, через наш народ развалить Россию. И вот то, что были разные люди, которые возглавляли, скажем, якобы государство, в то же самое время не могли объединить даже просто внутри нашего региона наш народ, эти люди, они уже привели к тому, что народ перестал им доверять. То есть народ осознал, что тот путь, к которому они призывают, это путь в никуда. Путь, после которого уже должен перестать существовать как таковой наш народ. То есть один только призыв к войне, понимаете? И понятное дело, что Ахмат Хаджи на фоне этих фигур, конечно, он был наиболее яркой звездой, потому что имел
как духовное образование, так и получается, он был очень сильным специалистом во всех сферах гражданского бытия, то есть экономика, спорт ли, что бы это ни было, культура ли. То есть он настолько четко излагал те цели, к которым он призывал нам вместе прийти. Он четко настолько хорошо мог донести до населения то, что мы должны сделать для того, чтобы мы сохранились. Ну и самое важное, представьте себе, у нас в народе появился человек, который сумел сказать таким образом, что его услышал руководитель российского государства. И этот руководитель российского государства, на тот момент только назначенный Владимир Владимирович Путин, услышал Ахмата Хаджи Кадырова. И реально он ему начал доверять. И когда народ увидел, что пошло такое взаимодействие, и по сути своей, уже осознавая, что нам ничего хорошего не предлагают те люди, которые до сих пор их вели к каким-то событиям, которые каждый раз завершались кровопролитием среди нашего народа, естественно, этот народ объединился и пошел за Ахмата Хаджи Кадыровым. Он ему поверил, потому что, как бы мы ни говорили, за все эти десятилетия у нас не было ни одной фигуры, которая реально могла бы сделать так, чтобы ему поверил целый народ, все, не делясь ни на кого, ни на белых, ни на красных, ни на тейпы, ни вирды, там, течения. А вот чтобы эти все люди сумели объединиться под одним флагом, как раз таким человеком явился и Ахмат Хаджи Кадыров. Потому что действительно он сумел, наверное, сделать то, чего не смог бы сделать тогда никто. Это было невозможно. Мы настолько были сильно разобщены, что это была, наверное, самая тяжелая задача – объединить народ. Что он и сумел сделать. И вот, объединив этот народ, он сумел доказать Владимиру Владимировичу Путину, что он тот человек, с которым можно разговаривать, с которым можно договориться, и который сделает так, чтобы между нами уже не было никаких войн. То есть это было полное осознание происходящего в мире и внутри страны. Поэтому я думаю, что этому удивляться не нужно. Мы с вами помним, в каком состоянии была республика в те времена, и в каком состоянии был и сам народ. Но подрастающее поколение, которое выросло уже в благополучии и в современных хороших условиях, наверняка не знает или знает понаслышке только о том, что тогда происходило. Расскажите, пожалуйста, чем зарабатывало общество, за счет чего выживали чеченцы? Как о чеченцах говорили на международной арене? Ну, вы знаете, на самом деле, вообще этот весь ичкерийский период, его можно охарактеризовать, наверное, период бандитствующих формирований на территории Чеченской Республики. Любой, кто продал машину или корову, если кто-то узнавал о том, что у него дома есть 3 рубля, его похищали, убивали, у него отбирали эти деньги. То есть у нас действительно был полный беспредел. Такой хаос, что народ уже настолько был, как говорится, ну, запуган в плане не того, что они там боялись там чего-то, а факт заключался в том, что не дай бог там кого-то там похитят или еще что-то, когда ты должен целыми днями, как говорится, думать, как тебе уберечь свою семью от этих бед. Теперь экономическая составляющая. Но на тот момент действительно в нашей республике вообще абсолютно. Даже те пенсии, которые Россия отправляла в Ичкерию для того, чтобы эти пенсии отдавались старикам, даже они не доходили до этих стариков, потому что эти деньги воровались тогдашней властью. То есть получается, что ни пенсионеры не могли получить свою пенсию, ни сотрудники государственных органов, ведомств не могли получить заработную плату. То есть, получается, мы искусственно были вернуты в такое нищенское состояние, когда у нас действительно люди, можно сказать, на тот момент очень сильно даже голодали. У людей было очень тяжелое время. И понятное дело, что когда нынешняя молодежь, она рассуждает о том, что вот там при Дудаеве было так, или при Масхадово было эдак, или там в Ичкерии, вот там Ичкерия, что-то там, когда кто-то начинает ностальгировать по тем временам,
особенно молодежь, ты сразу начинаешь задумываться, елки-палки, вас бы вот в то время закинуть, чтобы вы там провели пару месяцев, и потом бы я посмотрел, как бы вы запели. Знаете, самая страшная вещь заключается в том, что человек вообще, он все время считает, что хорошо там, где меня нету. Вот это самая страшная вещь. В религии ислам кто является самым счастливым человеком? Счастливый человек – это тот, кто умеет довольствоваться тем, что у него есть. А сегодня, если мы посмотрим, выйдем на улицу, пройдемся по нашим улицам, пройдемся по нашим селам. Вы знаете, что все нам завидуют? Вот с кем ты не разговариваешь, они говорят, вот у меня мечта поехать в Чечню. Мы стали своего рода Швейцарией, куда хотят съездить все в гости, где хотят все побывать. У людей мечта уже приехать побывать здесь. А теперь вспомним тот период. Была ли у кого-нибудь мечта в то время приехать сюда, в Чечню? Нет, конечно. Это, конечно, тоже история специфическая, но огромное количество похищенных людей, которых похищали не чеченцы, кстати, в российских регионах, привозили на границу, передавали этим командирам бандформирований, и потом эти люди торговали этими живыми людьми. Какое, конечно, у людей могло складываться в то время мнение о нашем народе? Это была искусственная работа по опорочиванию чеченского народа. Но в то же самое время эта работа, она дала результат, что люди во всей России начали нас всех считать бандитами. Они начали считать, что мы все такие прям террористы, страшные люди, там, чуть ли не с рогами и копытами. А в конечном итоге-то получается что? Какая-то маленькая кучка, продавшаяся западным спецслужбам, работавшая на них для того, чтобы через Чечню развалить Россию, она сумела создать вот такой имидж народу, который имеет вековые устои, вековые традиции, обычаи. И вообще, большей частью, получается, поэтов, самых знаменитых России, Пушкиным, Лермонтовым, воспевались как французы Кавказа. То есть в плане того, что нас выделяли во всех аспектах, как очень достойный народ. Первобытный, первозданный, очень чистый, придерживающийся своих традиций и обычаев. И вот представьте себе, воспеваемый воюющими против нас тогда поэтами, которые были в войне Кавказской, непосредственно на стороне царской России, но они нас воспевали. Как они о нас говорили? Поэма Мцири, поэма Тазит. Посмотрите, как о нас говорят. Какой глубокий смысл в этом. Ну и, конечно, этот период о нас начали говорить только как о бандитах. И вряд ли, наверное, что-то смогло бы поменять эту ситуацию о нас в глазах как наших соседей, как всей Российской Федерации, так и мирового сообщества, если бы не этот великий руководитель, которому сам Бог дал, чтобы он вытащил наш народ из этой трясины. Ахмат Хаджи Кадыров, да Аллах обалдуется. Мы помним, как Ахмат Хаджи Кадыров, да Аллах обалдуется, провел всенародную амнистию. До этого в бандподполье уходили молодые люди, зачастую не занятые ничем, не было ни студенчества, ни спорта, ни занятий для подрастающего поколения. Соответственно, и место, где можно было бы заработать на жизнь, кто-то от безделия, кто-то от безысходности. Вы же участвовали во многих спецоперациях, имели тесное общение с захваченными. В каком состоянии находилось это подрастающее поколение, которое обманулось этим речам вот этих так называемых полевых командиров, ушли в подполье, ну и, соответственно, после того, как ушли, они уже, можно сказать, оказывались в плену? Я считаю, что это вовлечение этой молодежи в эти бандформирования, это была очень серьезная работа, которая шла, по сути своей, из-за рубежа. Целые институты работали над тем, чтобы война в Чечне не завершилась.
Целые институты работали над тем, чтобы нашу молодежь, наше население вовлекать в эту войну. И понятное дело, что уже шагнув один раз на этот путь, эти молодые люди, они уже на тот момент, считай, не имели возможности вернуться к мирной жизни. Даже уже осознав, даже уже передумав, что, поняв, что они находятся не на правильном пути, они не имели этой возможности. И вот тут, опять же, мы должны вспомнить вот этот шаг, который мог бы сделать только мудрый политик. Именно шаг Ахмата Хаджи Кадырова, который, опять же, договорился с Владимиром Владимировичем Путиным и попросил его, чтобы он сделал амнистию тем, кто добровольно сложит оружие. И вот я помню тогда слова Ахмата Хаджи Кадырова, когда он говорил, что каждый чеченец, которого мы вернем в свою семью, это наша победа. Сегодня мы это понимаем, конечно. Представьте себе, тысячи молодых людей, которые тогда сложили оружие, вернулись в свои семьи. Большая часть из этих бойцов, которые когда-то воевали против российского государства, получается, они, наоборот, вошли в состав формируемых подразделений и сами же начали наводить порядок, помогать наводить порядок на территории Чеченской Республики. То есть это был очень стратегический, грамотный шаг. Благодаря этому шагу я могу гарантированно сказать, что по сути своей бандподполье, оно действительно потеряло самый большой ресурс. И у нас остались тогда десятки там в разных участках, на разных участках нашего региона. Ну, в общей сложности, я помню, вот там 300-400 человек, которые там где-то помогали, пособники, другое, но это не тысячи людей. И получилось так, что эти тысячи обманутых людей, они пришли к мирной жизни. Таким образом, мы что сделали? Мы отрезали вот эту вот работу, которую делал Запад, целые институты, отрезали эту работу, не дав им вовлекать в эти подполья близких родственников этих участников незаконных вооруженных формирований. То есть мы же с вами знаем наш менталитет. Там, убили моего брата, был он прав, не прав, это один вопрос. Но ты уже начинаешь думать, как мне отомстить. То есть получается, что вот наш менталитет, психология и, конечно, западные институты, которые над этим всем работали, это все должно было привести наш народ к тому, что в конечном итоге мы должны были перестать существовать как единица, как идентичность. Ну и понятно, что именно работа Ахмата Хаджи, та концепция, которую он разработал для нашего народа, именно они помогли нам выйти из этой постоянно замкнутой цепочки, вот этого конвейера убийства наших молодых людей. То есть это все остановилось. И мы зажили полноценной жизнью во всех сферах. Мы получили все статусы государственности. У нас заработали все институты государственности. И сегодня мы с вами можем сказать, что, выходя на улицу, наша молодежь в школу не идет в сапогах, как раньше ходили мы, по колено в грязи. Наша молодежь не приходит в школу, где отапливается школа буржуйками, где в классах невозможно было сидеть. Наша молодежь сегодня не ходит по ночам, по темноте, не зная, в какую яму упадет. Наша молодежь сегодня может спокойно выйти ночью в любое время и спокойно зайти в свой дом, не боясь того, что они могут быть похищены или убиты. А это очень большой результат. И наша молодежь должна это осознавать. Когда мы все время говорим, вот у нас так, а вот у тех что-то по-другому, а вы придите и послушайте их. У тех, у которых, как вы считаете, все хорошо, когда ты их послушаешь, они говорят, елки-палки, как у вас хорошо, как вы хорошо живете. Нам бы такого Кадырова Рамзана. Вот что говорят эти люди. Поэтому нам надо довольствоваться тем, что у нас есть, тогда мы будем счастливы. Да, Мулла. Да, Мулла. Не менее стратегическим шагом, как вы все уже знают, было проведение референдума 23 марта 2003 года. Естественно, в преддверии этого события проводилась огромная и агитационная работа, и работа в плане безопасности.
Какая обстановка была тогда, вот именно в преддверии этих выборов Чеченской Республики, и как, на ваш взгляд, сыграла это в истории уже чеченского народа? Ну, вот смотрите, вот этот момент, наверное, нам надо всегда ставить во главу угла. Для того, чтобы доносить его до нашей молодежи, до нашего вообще подрастающего поколения в целом. Смотрите, Ахмад Хаджи Кадыров, который стал исполняющим обязанности главы Чеченской Республики, а потом и главой Чеченской Республики, то есть на тот момент первым президентом Чеченской Республики, изначально, когда он договорился с Владимиром Владимировичем Путиным, вопрос не стоял о референдуме, потому что и Москва, да и в принципе, наверное, и народ наш, они были уверены, в большинстве своем Москва была уверена в том, что референдум на территории Чеченской Республики провести невозможно. Первое, это не дадут сделать бандформирование. Второе, это еще не факт, типа, как себя поведет народ. То есть ситуация была такая. И когда встал вопрос о том, что Ахмад Хаджи должен был просто поставить подпись под документами о том, что Чеченская Республика является субъектом Российской Федерации, Ахмад Хаджи в то время Владимиру Владимировичу Путину сказал так: я проведу референдум, и если мой народ проголосует за то, чтобы быть субъектом Российской Федерации, тогда я подпишу любые документы. На самом деле, какой это должен быть мудрый шаг для того, чтобы не от себя что-то сделать. Не так, чтобы через 10, 20, 30, 50 лет наши потом уже подрастающие поколения говорили, что да тут кто тут у народа спрашивал, типа они сами за себя просто поставили эту подпись, типа мы никаким образом не относимся к этой подписи, чтобы такого никогда не было. Вот как раз этот мудрый шаг показал первое. За то, чтобы быть в составе Российской Федерации, проголосовал чеченский народ. Люди вышли, реально пошли на, как говорится, на участки избирательные, на которых это голосование шло. Реально люди начали голосовать за то, чтобы быть в составе Российской Федерации, потому что на самом деле настолько уже народ устал и истрадался уже, народ хотел только одного – мира и постоянства. Мира и постоянства. То есть не вот этих скачков, когда война, мир, а постоянство. То есть мир с дальнейшей перспективой на будущее. Получается, что референдум показал, что большая часть чеченского народа действительно проголосовали за то, что они хотят быть в составе Российской Федерации. И вот как раз это явилось, наверное, самым фундаментальным потом уже в последующем построении нашего общества, уже, которое должно было быть встроено в российское государство как полноценный участник вот этого общежития российского. То есть в данном случае мы можем констатировать, что наш народ полным своим составом проголосовал за то, что он хочет быть в составе Российской Федерации. А дальше мы с вами видим уже результаты этого референдума и уже дальнейшие работы, которые по сути своей, опять же мы повторяем, дала нам с вами возможность считать себя полноценными гражданами в этом государстве, увидеть перспективу на будущее. Ну и понятное дело, это был фактор, который доказывал российскому обществу в целом и президенту Российской Федерации Путину, что чеченцы не считают врагами русских, что чеченцы как народ никогда не воевали против русских, имеется в виду в этих двух кампаниях. А война эта была по сути своей комбинированной бедой, которую создали тогдашние власти, сидевшие в Кремле, и те люди, которые здесь подпитывались из-за рубежа. А не чеченский народ воевал против русского народа. И не русский народ воевал против чеченского народа. Мы должны это четко для себя понимать. Поэтому референдум этот доказал многие вещи и нам, как народу, многие вещи российскому обществу, что мы друг для друга не являемся врагами, и что мы на самом деле
нацелены и намерены на мирную жизнь. Как мы знаем, в жизни любого человека, независимо от статуса, возраста, очень важную роль играет семья. Как мы знаем, ни один член семьи Ахмата Хаджи Кадырова не покинул республику, все оставались рядом со своим отцом, братом и супругом. Какую роль тогда сыграла семья в его решениях? Ну, наверное, давайте я вам объясню эту вещь чуть-чуть другими словами. То есть то же самое, наверное, но вы должны для себя понять. Ахмат Хаджи, он на самом деле никогда никому не предлагал того, чего бы не сделал он сам. В этом был его самый большой феномен. То есть он не предлагал ни одному жителю Чеченской Республики сделать то, чего не сделал бы он сам. И когда он говорил, что мы должны сами восстановить свою республику, что мы должны сами остановить наших преступников, что мы должны сами уничтожить наши бандформирования, он показывал это не только словами, но и делами, когда его сын, когда его ближайшие родственники с оружием в руках воевали против этих участников бандформирования, когда его семья находилась здесь, в Чечне, он их никуда не вывозил, когда его дети, внуки ходили в школы и детские сады, которые тогдашние, о которых мы говорим, были на тот момент, он показывал людям, что он пришел не для того, чтобы просто там посидеть у власти и завтра уйти, своровав деньги. Он всем показывал, я пришел не для того, чтобы остановить войну. Я пришел для того, чтобы закончить ее. То есть не просто остановить, а потом, чтобы опять будь что будет, а закончить ее раз и навсегда. И на заклание он всему народу показал, я оставляю свою семью. Вот она, моя семья, она со мной рядом, никто никуда не убежал, никто никуда не уехал. Вам я предлагаю то же самое. Возвращайте свои семьи в республику, помогайте мне наводить порядок в республике. Он вот так именно и сказал, таким образом он и действительно убедил народ, что он может за ним пойти. Понимаете? Поэтому это тоже были такие очень серьезные шаги. Потом, мы помним, Рамзан Ахматович, когда пришел, тоже стал главой республики. Вот я помню, что он сделал. Он собрал всех руководителей республики и им сказал, со мной не будет работать никто, семья которого, ни один из вас, если его семья не будет находиться в республике. То есть это же тоже мудрый шаг. Это, по сути своей, фундамент, который закладывается на будущее. Каким образом? Министр, скажем, здравоохранения, захочет ли он, чтобы его дети, внуки, родственники ходили в плохую больницу? Нет. То есть он будет пытаться создать условия для всех. Точно так же каждое направление. Дорога ли то, любая ли сфера, как говорится, любой отрасли. И когда все наши руководители привезли сюда свои семьи, и все заработали в одной команде для того, чтобы наши дети ходили в хорошие школы, чтобы наши дети ходили по хорошим дорогам, чтобы наши дети жили в хороших домах, чтобы был газ, свет, все, как говорится, ресурсы, которые нужны. Это как раз и дало такой результат в конечном итоге. Поэтому Ахмат Хаджи, я считаю, что он поставил как в залог, наверное, перед своим народом свою семью. Никого никуда не вывез, никого нигде не спрятал, а наоборот, его семья непосредственно участвовала во всех событиях, которые в конечном итоге привели к этой великой победе. Вы в своей беседе отметили, что Чеченская Республика сегодня процветает, говоря простыми словами. Да, и все политики, экономисты, специалисты во всех направлениях отмечают рост. Ну и каждый житель это видит. Какое из всех этих достижений понравилось бы больше всего Ахмату Хаджи Кадырову, будь он сегодня с нами, вот на ваш взгляд? Я считаю, что, наверное, самым для него приятным было бы, наверное, именно духовная составляющая сегодняшнего нашего общества и народа. Наверное, это понравилось бы Ахмату Хаджи, больше всего. Потому что действительно его мечта объединить народ и объединить его именно под
теми знаменами, которые по сути своей устремлены к Богу и были главной целью и задачей для него. То есть он сумел объединить наш народ, а потом уже его концепция и Рамзан Ахматович, который возглавляет республику, сумели довести его дело, начатое им, до логического завершения. И вот именно духовный рост. Мы с вами видим огромное количество мечетей в каждом населенном пункте, который раньше не мог бы и мечтать о своей мечети. Есть мечети. У нас есть огромное количество духовных наставников, которые окончили одни из лучших учебных заведений духовных. И понятное дело, что, как бы мы ни говорили, духовная составляющая получила очень серьезный подъем. Мне кажется, что основное, наверное, самое больше всего ему бы понравилось именно это. И в завершении беседы, что бы вы пожелали, какие напутственные слова сказали бы нашей молодежи, подрастающему поколению? Нашей молодежи, ну, что я могу сказать? На самом деле, вы знаете, нашей молодежи для себя надо знать, что если они думают, что где-то есть что-то лучше, чем у нас, они ошибаются. Нету ничего лучше, чем наши традиции, обычаи. Это то достояние, которое нам оставили наши предки. И понятное дело, что мы это должны передать будущим поколениям. И наша молодежь для того, чтобы быть достойной своих предков, должна знать, что максимально учитесь. Мы должны максимально приобретать знания. Потому что человек, который находится на именно пути получения знаний, является одним из тех, кто совершает джихад. Об этом нам говорит религия ислам. Второе. Оставайтесь в истинной вере в Бога, в Аллаха. Оставайтесь в этой вере. Укрепляйтесь в ней. И в этом случае вы получите именно то воздаяние, которое вы хотите получить от Бога. И понятное дело, никогда не отходите от наших традиций, обычаев. Если вы будете сохранять все эти составляющие, потом, когда вы уже повзрослеете и станете уже нам на замену, вы будете счастливы полноценно, потому что вы будете видеть в своих детях, внуках ту работу колоссальную, которую вы сделали, приняв ее именно от нынешней, как говорится, концепции Ахмад Хаджи Кадырова. Ведь он ни к чему не призывал, кроме как к этому. Он нас призывал оставаться самоидентичными чеченцами в своих традициях и обычаях и в искренней вере в Бога. Примите это, идите по этому пути, и вряд ли кто-нибудь из вас потом будет сожалеть. Никогда нельзя обманываться, поддаваться на разного рода уловки, которые вас приводят к наркотикам, спиртному, к какому-то нарушению правопорядка. Потому что сегодня один необдуманный шаг может вас привести к тому, что у вас все будущее пойдет наискосяк. Поэтому я всегда говорю так. Человек, который все время искренне верит в Бога, он стремится в мечеть, он стремится совершить намаз, и он ищет такого же, как он. Если ты оказываешься рядом с наркоманом, рано или поздно он все равно тебя пытается сделать таким же, как он. С алкоголиком он пытается тебя сделать таким же, как он. Преступником он пытается сделать тебя таким же, как он. Поэтому всегда знайте, какую сторону вы для себя пытаетесь найти в этой жизни. К какой стороне вы себя причисляете? Причисляйте себя всегда к богобоязненным и остающимися в верных традициях своих предков людям. Вот именно к ним стремитесь, именно к этому стремитесь. Тогда наше будущее будет не потеряно. Иншаллах. Иншаллах. Масана.